Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменская модная коллекция была представлена на международном показе в Париже. В Ашхабаде пройдет региональный фестиваль Go Viral. Стала известна дата жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира по футболу и другие новости. В Париже прошло международное фэшн-шоу, на котором были представлены туркменские образцы высокой моды. Европейские ценители восточной моды по достоинству оценили работы модельера и основательницы модного дома Сен-Нур Огулмарал Сахетниязовой. Выполненные в этническо-романтическом стиле с элементами туркменского национального декора модели покоряли зрителей удачным сочетанием традиций национального костюма и современных модных тенденций. Сообщество Go Viral в Центральной Азии приглашает экспертов и активистов в области медиа, бизнеса, культуры и технологий на двухдневный фестиваль Go Viral Ашхабад 2023. Мероприятие пройдет 28 и 29 июля в отеле «Арчибиль». Зарегистрироваться на фестиваль можно до 21 июля. В Курганскую область России из Туркменистана поступило более 17 тонн мытой сараджинской и поярковой осенней овечьей шерсти. С курганского предприятия шерсть будет поставлена впоследствии в Ивановскую область, где будет использована для производства одеял. Экспозиция историко-краеведческого музея города Аркадак отображает многообразие природы Туркменистана. Его здание напоминает средневековую крепость. В музее сформированы 5 самостоятельных экспозиций: независимость, этнография, искусство, археология, природа. Одна из диорам экспозиции позволяет увидеть пещеру Ковата с сероводородным озером изнутри. В британском графстве Корнуолл должен был состояться фестиваль вишни, однако в этом году его пришлось отменить. Виновниками срыва мероприятия стали птицы, которые склевали все вишни. Орнитологи уже установили, что этими любителями ягод стали дрозды, которым хватило суток, чтобы оставить деревья без единой вишни. На дроздов обижаться не стали, местные СМИ даже назвали их милыми. Китай впервые в своей истории стал рекордсменом по экспорту автомобилей, обогнав таких признанных лидеров по экспорту автотехники, как Япония, Германия и Корея. Только за первые 3 месяца этого года Китай экспортировал более 1 миллиона автомобилей. Международная федерация тенниса совместно с Международным олимпийским комитетом выделили Туркменистану квоту на обучение уровня Pro Level главного тренера мужской сборной страны Мирали Гасанова. В случае успешной сдачи этого курса он станет первым в Туркменистане обладателем сертификата Pro Level, позволяющего работать с профессиональными игроками в любой стране мира. Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2026 состоится 27 июля в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре. Национальная сборная Туркменистана начнет борьбу в отборочном турнире чемпионата мира, начиная со 2-го раунда. По итогам 2-го раунда 9 победителей групп и команды, занявшие 2-е места в своих квартетах, продолжат борьбу в 3-м раунде отборочного турнира и в то же время получат путевки в финальную часть Кубка Азии 2027. Полузащитник Мерва Абдурахманов продолжит карьеру в Ахале. 33-летний Абдурахманов выступал за Мерв с марта 2022 года, куда он вернулся после 2 лет игры за Нибичи. В прошлом сезоне Алибек помог Мерву завоевать бронзовые медали чемпионата Туркменистана по футболу. Полузащитник также вошел в список 22 лучших футболистов прошлого сезона и стал 2-м лучшим бомбардиром высшей лиги, записав на свой счет 21 мяч. Отметим, что Ахал на правах чемпиона Туркменистана примет участие в розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов АФК сезона 2023-2024 года, который пройдет в период с 18 сентября по 13 декабря. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.